Рамед Гутев – один из ведущих абазинских борцов современности. Заниматься самбо он начал в возрасте 5 лет в своем родном ауле Псыж. Несмотря на юный возраст, его первый тренер Муса Кишмахов сразу увидел в нем задатки будущего чемпиона. С первых дней тренировок он показал себя как талантливый, дисциплинированный, целеустремленный спортсмен. В возрасте 6 лет он выиграл свои первые соревнования и в последующие годы прочно обосновался в числе лидеров среди юных самбистов Карачаево-Черкесской республики. Наш отец тоже был в спорте, он любил спорт, из-за этого он привел к этому, воспитание у нас такое было с детства, чтобы мы любили спорт, активный образ жизни. Не обязательно быть профессиональным спортсменом, но он всегда говорил мне, где мы живем, над Кубанью, очень хорошее место, позаниматься спортом, побегать. И всегда, когда он приезжал, он мне всегда это говорил. Почему утром не бегаете, почему отжимания. Поэтому и он, воспитывая нас, это мы, получается, и Рамеду передали. Первое его соревнование, первый раз, когда он пошел на день 1 июня, Международный день защиты детей, и был турнир в городе. Республиканский, по-моему, турнир был. Я тонкости не знала, оказывается, по возрасту он еще не подходил. Он еще маленький был для соревнований, но его взяли. И первый его турнир, пришел с первым местом. Рамед был одним из самых маленьких по росту в классе, но не заметить его было просто невозможно. У него были ярко выразительные глаза, интересовался он практически всем. И предметы ему были интересны. Интересны были и технологии, но больше всего, наверное, его в школе задела именно спортивная жизнь. К спорту он действительно пошел с первых шагов. Занимался с ним Кишмахов Муса Владимирович. Муса Владимирович тоже пришел молодым тренером в нашу школу. И это был один из первых его наборов. Дети к нему потянулись, потому что у нас действительно в школе не было таких спортивных занятий. А Рамед – это один из его первых учеников. Ребенок, который достиг всего, наверное, благодаря трудолюбию, благодаря интересу, который проявлял к жизни. И, конечно, его преданность спорту. Был случай, когда в 8 или в 7 классе он сломал руку на тренировке. Классная руководительница Зарима Зулкарнеевна говорит: все, говорит, Рамед, наверное, ты прекратишь заниматься спортом. А он мне сказал: нет, я не отступлюсь, я добьюсь в жизни того, какую цель я, говорит, поставил. Он был очень целеустремленным. Черта характера в нем, что мне нравилось, это ответственное отношение и к учебе, и к спорту, и ко всему тому, о чем бы я его ни просила, или другие учителя не просили, он всегда исполнял. Я старалась как-то для всех мальчиков быть в некоторой степени и мамой, потому что у детей некоторых не было, у кого-то отца не было, у кого-то матери не было. Я как-то старалась заменить их. Но и с другой стороны, и ответственная, и строгая была я к ним. И все эти черты, видимо, он воплотил в себе и добился таких высоких показателей в спорте. Я очень и очень рада за него и поздравляю его маму. Я очень рада и горжусь им. Горжусь тем, что он учился у нас. Горжусь тем, что он абазин, и во всем мире, я думаю, узнали о нашем народе, о нашем парне из аула Псыж. А так мы его помним. Добрый, отзывчивый, порядочный ребенок. Не только в школе, но и для соседей, для всех аульчан. Он был хороший
парень. И пусть у наших учеников сегодняшних он будет для них примером. Его первый тренер Муса Кешмахов. Вот они вместе ходили, вместе приходили. Он тут недалеко от нас живет. И вот они и на соревнования вместе ездили все время. До какого-то определенного возраста Муса Владимирович с ним ездил. Они как все смеялись, говорит, сыночек, папа и сын. Вот. Авас ирас онса хоп часым абсход. Авы цат спазер кон ария дуния ватса яком сад вселенная шабгуза маратска сае юза маратска сбая злушен сад. Нальчика пна бабаевский турнир хаяп кахавата турнир на гударшузан. Ава аге варанси скшат чгята шардата Россия шабгуа чапа артец итаита. Ава пна хахара дабапаза пна финал ткалсра хала чучан гипшан а чучан я раяц касра хавус кшала дахбан ибагара гечгат идун ямцас авujgi арбара кагрма маз и абуа пна судья авujа вола да хену qalaya вон хахланызла а чучан илала а чучан что финал цад и вот законарамед دنا تصنت كساو خم دعتاز كسز درام يخبخوا قلر تقلا دبكرا قلا يرواسا تشين كديبشون دنطلع نبراش دعتاز خقل здравствуйте умания والخن ورش بالشلا ساس خدريت اسي тренер بسخن ابسو يشبوش امانيا الخد نقطة دعنون جمرشنا الخد إداما تشتن يريكسي مردر او إداما يتدرجاخ ديش شرخاز جاعتا تالن دبكر نسدالجان يا صدرام يدواتت خو وبمكم صدودام محلاك الله ومرتوات يجي معاد شو دالجا دمامات خد سبقواش. Все вокруг говорили ему, что с такой травмой невозможно продолжать спортивную карьеру и нужно заканчивать с борьбой. Но это было не в характере Рамеда. Несмотря на все обстоятельства, он верил в свои силы и, вопреки всему, продолжил идти к своей заветной цели – стать чемпионом мира по самбо. Пройдя через череду операций и затяжную реабилитацию, Рамед Гутев вернулся в профессиональный спорт и уже в 2017 году стал серебряным призером чемпионата России по самбо среди мужчин. Таким образом, он попал в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы, который проходил в Беларуси. К сожалению, в самый разгар соревнований старая травма плеча дала о себе знать, и он удостоился только бронзовой медали турнира. Несмотря на то, что такого результата самбисты, представляющие Карачаево-Черкесию, не добивались более 15 лет, Рамед расценил его как неудачу и твердо решил двигаться дальше к своей цели. После повторной операции и долгого восстановления, преодолев все трудности, в 2022 году он вернулся на вершину спортивного Олимпа, став серебряным призером чемпионата России и чемпионом Европы. Россия, Россия, Ябхахавагалар Татиган, и Равеск Европа, Ябхахавагалар Татигахан, Яван и медаль Гахагя Сапдайта Нара Залаха Нагал Кацеко Тренировка Цричпота Гечасып Иршанабар Реква Бареква Бзита Гечгата Гесеихо Авас Яс Ходрам Дуапот Хсфад у Блазара Такабу Нха Сидур Нхар Таута Таучавала Муса Угаугун Вашем Уихад Ауч Гата Шердат Рахаби Мир Азгар Кон Науги Сазахотсар Насмол Бити Хану Мир Азм Гата Шанушун. В 2023 году Рамед Гутев подтверждает статус лидера в своей весовой категории, становится чемпионом России и получает заветную путевку на чемпионат мира. Он набрал прекрасную форму, и, казалось, ничто не может остановить его на пути к высшей ступени пьедестала. И вдруг, за месяц до мирового чемпионата, он ломает себе ребра. Я уже искал билеты как-то туда-сюда. И я Рамеду отправляю. Я говорю, вот так, в этот день я приезжаю, вылетаю. И он мне пишет, подожди, может, я не поеду. Я говорю, как, не понял. Давай сейчас, не будешь ругать. У меня вот так, короче, в двух местах, не в двух местах, а 2 ребра сломались. Это получается за месяц
до чемпионата мира. Даже вот он целый месяц не мог даже нормально, не то что нормально, он вообще не тренировался. Получается, на сборах они поехали в Москву за 10 дней до чемпионата мира. И вот он мне рассказывал, говорит, на сборах я посмотрю, говорит, я начну тогда бегать, я начну вот какие-то упражнения делать, если не будут они мне мешать, ну, поеду, поборюсь. Вот. Абар, машаллах, Россия, Ятигад, Мирги, Абар, Рейшар, Дамцвата, Ятигада, Винатига, Анге, Япхахава, Дазпарагала, Забакваз, Сапшин, Вахас, Гизампш, Кизамчхад, Снервка, Герзамгад. Но даже такая серьезная травма не стала преградой в его триумфальном шествии к победе, которую он одержал на мировом чемпионате. Насчет ребер мама не знала, она узнала даже не от нас. Рамед мне отправляет ссылку по интернету, где его пригласили в Екатеринбурге, «Радио Спорт» называется. И вот там эту ссылку, и там как раз общаются, и вот там и этот вопрос обсуждали, там, как там с 2 сломанными ребрами ты поехал на мир. И вот так, я, честно говоря, по глупости даже про это забыл, просто вот родственникам отправлял, вот, чтобы они посмотрели. Я не знаю, как до мамы дошло это видео. И вот так она увидела и вот начала там, пускай все, чемпионат мира выиграл, чемпион мира, пускай с завтрашнего дня уже бросает спорт. Как говорят, физкультура лечит, спорт калечит. Ну что вот этот большой спорт бросил и занялся чем-то, это мечта, как сказать, уже сколько лет я об этом мечтаю. Ну раз он хочет, надеюсь, он сам уже как бы, когда ему это все насытится, остановится, дай Бог, чтобы все хорошо было. Сразу рахаги ян асилагвар. Асабиква бжаламрыз да сабиква ршапиакваргал. Вот учостил чпад аната пар ачааквармата инхиди бзади. История Рамеда Гукиева – это пример стойкости, целеустремленности и непоколебимой веры в себя, которые помогли ему золотыми буквами вписать свое имя в спортивную историю народа Абаза.